ходе правительственных реформ, проводимых в Молдове, гагаузские патриотические силы возмущены тем, что при внедрении их в стране статус Гагаузии не учитывается. Не обсуждаются эти проблемы в обществе. Люди даже не информированы о том, что многие важные структуры не входят в полномочия автономии. В связи с этим общественно-патриотическое движение «Девлет» провело круглый стол, где обсуждались эти вопросы, и было принято решение вынести все эти проблемы на обсуждение с народом. Сегодня много говорилось о том, что, в принципе, внедряемые реформы, они должны были, в принципе, должны были быть согласованы из Гагаузии, потому что у нас есть закон о своем правовом статусе, который, в принципе, позволяет Гагаузии принимать решения по социально-экономическим вопросам, по бюджетным вопросам. Это, в принципе, никаких консультаций не было. Поэтому принято сейчас решение провести, слушания и, в принципе, встретиться с жителями Гагаузии. Первая встреча сейчас будет в Чедарлунском районе в следующую субботу в 11 часов. В дальнейшем такие же встречи пройдут и в Камрадском, и в Вулканежском районе, после чего будет собран полностью весь пакет предложений, к которым мы обратимся в исполком Гагаузии, так как Башкан Гагаузии является членом правительства. Ну а сегодня, обсудив, мы выявили, что, в принципе, эти реформы начались, в принципе, решением правительства, а конкретно Министерством финансов. Поэтому я думаю, что, имея Башкана Гагаузии, который является членом правительства, в первую очередь, естественно, что мы обратимся к Башкану. Ну а в дальнейшем, если мы будем не услышаны, конечно, будем обращаться напрямую и правительство. О том, что глава Гагаузии не обсуждает эти проблемы с населением автономии, отмечали большинство выступающих на круглом столе. Например, при создании в Молдове административных центров «Север», «Центр» и «Юг» не учитывался особый статус автономии. Это приведет к тому, что Гагаузия станет обычным районным центром, отмечали участники круглого стола. Пусть правительство работает на том, чтобы был «Центр-Юг», «Центр», «Север», но тем не менее Гагаузия со своими полномочиями, со своими особенностями. Не будем этот факт исключать, у нас есть языковой барьер, к сожалению, пока. Поэтому все эти реформы, они в принципе, может быть, повышают эффективность, но негативно сказываются на восприятии населения. Нам необходимо более активно работать над тем, чтобы довести до сведения населения, что идет ликвидация гагаузской автономии. Если те процессы, которые происходят в республике, не будут с учетом существования административно-территориальной автономии Гагаузии и Гагаузии, то к 2020 году, когда эти реформы, предполагается, закончены будут, то к этому времени гагаузская автономия как таковая останется на бумаге. Башкан должна постепенно, как всенародно избранный, она должна это начать, потому что действительно Александр Григорьевич правильно сказал, что это касается исполнительной власти прежде всего, и она должна это начать. И начать добиваться каких-то изменений. Значит, это делается реформа для того, чтобы полностью Гагаузию сделать районом. А если делается районом, то у нас получается дополнительная единица, то мы можем сразу в парламент идти, да, напрямую. А тут получается, это дополнительная единица юг. На Камрате проводит реформы, или назначает руководителей, назначает все, минуя все наши руководства. Послушав вас, я думаю, что действительно нам нужно сегодня создать орггруппу, которая могла бы встретиться с международными организациями, посольствами, получить поддержку. Ну а самое главное, естественно, что мы должны провести несколько массовых встреч, это и в Чедарлунге, в Вулканежке, в Камрате, встретиться с населением, для того, чтобы получить поддержку населения. В первую очередь мы должны получить поддержку населения. Будет поддержка населения, тогда мы сможем решить любые вопросы. В итоге круглого стола все участники единогласно пришли к мнению, что необходимо провести несколько массовых встреч с населением Гагаузии, обсудить действия правительства Республики Молдова, проинформировать людей о ситуации в стране, встретиться с руководством Госканцелярии Молдовы, с дипломатическими миссиями, аккредитованными в республике, для того, чтобы изменить ситуацию касательно полномочий гагаузской автономии.